Одним из первых проектов, о котором вы начали говорить сразу после прихода во власть, это была транспортная реформа и призыв, чтобы Уфа перестала быть Техасом. Помните, да? Все прекрасно это помним. И вы обещали, что к 2022 году, а он уже будет через 3 дня, на улицах Уфы пазиков не останется. Было такое. Ну, честно говоря, вот пару дней назад я сам лично видел, что на улицах Уфы пазики еще есть. А вот они, кстати, у нас, да, они у нас на экране. Но это же лето, это вот просто видеоинсталляция, понятно, но тем не менее... Вот, если можно, задержите, вот это прелесть. Вот, некоторые ругаются, то, что мы делаем, но неужели, ну, скажите, вы в Уфе вот это видите сейчас? Вот эти ушастые пазики с вообще вот такое баллонами количество. Нет, таких нет. Борьбу пазиков, которые к остановке невозможно подойти. Они слетались, как воронье к этому. Вы это сейчас видите? В последние дни, нужно признать, Ради Фарич, по Уфе ездить вообще очень тяжело. Лучше пешком ходить. 10-бальные пробки, 8 баллов сегодня было в обед. Новый год на носу. Да. Значит, отвечая на вопрос. Значит, мне, знаете, немножко, я не могу рассуждать категориям обидно, не обидно, у меня работа не предполагает таких вот эмоций. Тем не менее, вот скажем так, мне дискомфортно, когда люди сводят все, что мы делаем с транспортом Уфы, к вопросу, будут пазики или нет. Это маленький сегмент тому, что мы делаем. Но если мы эти сегменты каждый не отработаем вот до конца, мы никуда не сдвинемся. Поэтому одним из элементов было заменить некачественный, не соответствующие Уфе, да, транспортным условиям, значит, комфорту жителей, достатку жителей, автобусы и пазики. Ну, вы сами мне показывать еще раз, что ли? Этого нету сейчас. Поэтому и была история. Все эти 3 года я вел переговоры и обращался, у меня была протянута рука дружбы и сотрудничества к этим нашим руководителям, которые вот эти пазики выпускали. Вообще, вот, знаете как, все это время я же молчал, значит, мне какие-то претензии предъявляли. Но для начала, вот не надо думать, что большинство из этих владельцев вот этих маршрутов – это люди, которые строят такой тяжелый бизнес. У них бизнес не такой тяжелый. Значит, им понятными, вернее, мне понятными способами они выигрывали маршрут. После этого, значит, объявление делали и говорили: приходите с автобусами. Выходите, я вам даю маршрут, значит, лицензию. Мне каждый день принесите 1000 рублей. Хороший бизнес. У тебя 400 автобусов, каждый день у тебя 400 тысяч. Понимаете? И первое, с чего мы начали, совсем с другого. Я все хотел вывести в белый свет. Ну, когда мы говорим об обороте черного нала, конечно, о налогах. Он оценивается Там 7 правда миллиардов. миллиарды? Там правда миллиарды? 7 миллиардов по оценке, которые мы делаем математически, соответственно, сопоставив то, что через Башавтотранс, вот рынок Башавтотранса... Вы поэтому же карта Алга, им не нужна, Ради Фарич. Конечно, вот Алгу не принимает. И поэтому, значит, один раз протянул друг у друга, другой раз. Но потом мы в рамках наших полномочий мы можем навязывать. Понимаете, вот вообще, если говорить с рациональной точки зрения, то если бы я не связывался с этой транспортной реформой в Уфе, я бы, наверное, был молодец. И какую-то угрозу с себя снял. И поберег бы себя, свой рейтинг, свое отношение людей ко мне. Я собрал на этом определенную долю негатива. Но тогда давайте ничего не делать. Но подчеркиваю, что мы сейчас делаем? Ну, во-первых, это очень важно, что автобусный парк мы заменили не только же Башавтотрансом. Все-таки после долгих, значит, после того, как руководители, частные перевозчики начали понимать, что это не в воздух мы говорим. Вот эти красивые, кстати, вот эти, да, автобусы. Они ведь сами начали, частные перевозчики, покупать и заменять свой автопарк. Мы сказали: вы хотите, если работать, работайте. Это, знаете, договоренности или вы все-таки их ломаете? Но потом же меня... Насколько корректно так говорить? Мы взаимодействуем, скажем так. Убеждаем. Да, убеждаем. Вот, Ради Фарич, но вот для себя вот примерно как вы оцениваете итоги, промежуточные итоги, окончательные итоги транспортной реформы? Или еще рано об этом говорить? Давайте так, итоги рано подводить. Потом, знаете, вот я еще раз хотел, но уж извините, это не в оправдание. То, что творилось, вот эти замечательные картинки, которые были, здесь пестовали и формировали более 10 лет. Вот это все, тут и коррупция, и все что угодно, пустило корни очень давно.
Выковыривать эти вещи очень непросто и долго, потому что они бьются за эти деньги, за эти левые деньги, которые можно делать. Ну, вы не помните, наверное, там и страйки объявляли и так далее. Мы прошли через много вещей чего. И когда говорили, жалобы организовывали, значит, мы приезжали, на жалобах, значит, были сотрудники, значит, предприятия, которые, вот, соответственно, владело маршрутом. Они люди, как очень часто безусловно, да. и провоцировали. Вот, подводить итоги рано. Но я считаю, что мы все-таки в позитивном направлении движемся. Почему подводить итоги рано и сказать, что мы должны успокоиться, я исхожу из принципа. Значит, житель прав в этой ситуации. Пока мы видим довольно большое количество обращений и жалоб жителей, значит, мы еще до конца ситуации не дожали. Мы ее обязательно дожмем. Еще раз говорю. А вот на что вы сейчас жалуются жители? Ну, жители жалуются на то, что интервал движения маршрутов до сих пор очень большие. Не хватает все равно автобусов. Мне кажется, в инциденте до сих пор это достаточно есть, актуально играет. Люди пишут о том, что как не могли уехать, так и не могут. Уже не в таком, конечно, количестве и объеме, но проблемы же есть. Чего Проблема дальше? Что есть, ждем да, дальше в этом плане? опять же, шаг за шагом. Вы знаете, что мы открыли сейчас Инорсдема, такой сквозной, очень большой. 50 с лишним больших автобусов, крупногабаритных больших автобусов пришло. Вот, они вышли уже на этот. Я думаю, что вот праздники мы все это укатаем. Вот, дальше вот то же самое. Дальше будем собирать негодование жителей, но постепенно все частные перевозчики встроятся в линеечку дружненько и будут делать то, что власть им говорит, в целях создания нормальных условий для жителей. Значит, карту Алгани принимают, объясню, вы знаете почему. Мы создали счастливый час. То есть в течение часа, если ты с одного маршрута перепрыгиваешь, они на это не идут. Все будут и прыгать, вернее, все будут идти на это, все будут То есть действовать. мы правильно поняли, Ралиф Фаридович, что вы в транспортном вопросе пойдете до победного конца? Да, конечно. И, конечно, а зачем тогда нужно было все это начинать? Все-таки я вообще считаю, что мы должны создать, ну, не лучшую в стране, конечно, нам невозможно, наверное, конкурировать с Москвой там, но мы создадим качественную, хорошую транспортную инфраструктуру. Следующий шаг у нас все-таки, вот, опять же, вот мы должны понимать, многие наши планы, которые мы лелеяли, надежды, да, ушли на то, что мы боролись с коронавирусом. Я называл цифру. 1,5 года борьбы с коронавирусом забрало у бюджета 28 миллиардов рублей. Это лекарства, оборудование, госпиталя, выплаты и, все, и так далее. Представляете, эти 28 миллиардов рублей, если пустить на развитие, понимаете? Вот, поэтому с учетом того, что экономика у нас восстанавливается, мы обороты наберем. Следующий шаг мы должны пройти уже в муниципалитеты. У меня задача, можно сказать, мечта. Я хочу создать нормальную транспортную, ну, по возможности, хоть бабушки могли с одной деревни в райцентр приехать 2 раза хотя бы в Вы об неделю. этом тоже говорили неоднократно, Вот. чтобы каждый населенный пункт был Мы соединен. начинали с населенных пунктов от 500 жителей и так далее. Опять же, почему это не случилось? Потому что нужно было деньги и навешивать на Башавтотранс и так далее. Но мы эту идею не оставили. Мы в тяжелейший год опять же обновили существенно парк и опять идем.